Добрый вечер, дорогие телезрители, и в эфире информационно-паралитическая программа «Нам Крыш Ньюс». И в студии Константин Попудренко. Россия, безумная наша держава. Россия, покорная наша страна, холопская воля, бахвальская слава – твое достояние на все времена. От южных морей до северной льдины обман, мордобой, воровство и... Одна ты на свете, одна сиротина, забытая Богом дурная земля. Какие слова! Вот под такой гимн России можно и встать. В оккупированном Севастополе прошло открытие общественно-экспертного совета при губернаторе. Но во время звучания государственного гимна произошла неожиданность. На экране в тексте гимна наряду со словами «Россия, священная наша держава» появилось слово «безумная», а в музыкальный ряд вмешалась какофония. По факту происшествия начали моментальную проверку. Но когда у оператора взяли это самое злосчастное видео, то там ничего подозрительного не оказалось. Того нововведения и след простыл. Или такой вариант «Союз нерушимый Володи и Димы». А что, неплохо. Вообще в оккупированном Крыму теперь и засыпать нужно под российский гимн. К примеру, во многих семьях появилось такое правило. Пришедший домой до того, как в 6 утра по радио заиграет гимн, считается ночевавшим дома. Не жизнь, а анекдот. Кстати, про анекдот. Пришел он нам из солнечного города Бахчисарай. Поделиться этим стоит, тем более участники сей короткой истории всеми знакомые персонажи. Итак, пробка, куча машин, и водители, дабы скоротать время, придумали социальный опрос среди тех же, кто проводит свое время в пробке. Парень стучит в окно очередному водителю. «Добрый день. Представьте такую ситуацию. ВВ Путина террористы взяли в заложники и требуют $1 миллион. Если мы водителями не скинемся до 12 дня, они обещали облить его бензином и поджечь. Лично вы сколько готовы дать?» Водитель, долго думая, литров 5 дам без проблем. Уважаемые телезрители, если вы знаете хороший анекдот либо веселую историю, связанную с Крымом, присылайте нам. С удовольствием поделимся в следующих выпусках «Нам Крыш Ньюс». В Никитском ботаническом саду торжественно открылась выставка «Парад тюльпанов». На официальном сайте Никитского ботанического сада указано, что тюльпаны выращиваются с начала его основания, с 1961 года. Цветы после экскурсии можно купить. К примеру, средняя цена за один букет составила 1500–2000 рублей. Говорят, были случаи, когда людям подсовывали ненастоящие тюльпаны. Да, как мы видим, в Крыму тюльпаны можно купить по цене героина. Есть одна восточная легенда, и она гласит, что первые тюльпаны выросли из капель драконьей крови. Драконы ушли, но цветы хранят память и гибелью своей пробудят кровь, вернув к жизни небывалого зверя. А все-таки жаль, что драконы ушли, а гоблин остался. А вот на территории детского центра «Артек» появились ферма и конюшня. Кроме того, по словам генерального директора «Артека», символом центра со следующего года вновь станет ослик по имени Сережа. А ведь основным видом транспорта ослик Сережа в «Артеке» был с 20-х годов прошлого века. И, как мы можем убедиться, за все это время мало что изменилось. К примеру, из транспорта. Как были 2 лошади и ослик Сережа, так и осталось. А что, лошади тоже нормальный вид транспорта, тем более, что это самая благородная раса среди друзей человека. Они облегчают нам труд, украшают нашу жизнь, незаменимы в бою. 40 лет как под наркозом я работал говновозом, ой-ой-ой. Это, конечно, так, но лошадей вытесняют машины, а вот ослы никогда не переведутся. Собственно, именно их мы можем наблюдать, глядя на... Эх, Сережка, Сережка,
Эх, Аксенов, Аксенов, выходит, вы теперь главный в Крыму. А что довольно-таки креативно и справедливо. Сенсация! Готова первая опора Керченского моста из 595 запланированных. Первую опору будущего моста в Керченском проливе установили ровно через год после начала строительства. Работа на обоих берегах закипела в апреле 2015-го. Поэтапно между Таманью и Крымом сначала возводили технологические мосты, забивали сваи. Теперь появились и первые очертания грандиозного транспортного перехода. Неужели? Не верю своим глазам. Строительство началось. Видимо, плохой прораб попался. Он не сумел разобраться в чертежах и вместо дачи для военнослужащих начал строить мост. Вот поэтому ничего и не получается. Собственно, как и всегда. А если вдуматься, за 2 года только одна опора. Осталось всего 595. Ну, тогда совсем недолго ждать осталось. А вообще стройте свой мост. Вам же нужно будет каким-то образом освобождать оккупированную территорию. Далее в программе новости короткой строкой. Ватники-специалисты говорят, что на полуострове стало жить лучше, а люди утверждают, что ничего не ощущают. Но ведь они же не специалисты. Но современные технологии все-таки как-то проникают на оккупированную территорию. Отныне на всех товарах будут установлены чипы. Теперь в Крыму можно будет отследить путь еды от производителя до рта потребителя. Если так пойдет, то у самого невнимательного потребителя и дальше. Пенсионеры, чтобы не происходило в родной гавани, все еще в эйфории. Им ведь Путин обещал увеличение пенсий. Обещал. Но что-то, видно, напутал и увеличил пенсионный возраст, обосновав это тем, что повысит продолжительность жизни. Судя по вашей логике, вам вообще полная отмена пенсии нужна. Это будет первым шагом к бессмертию, дорогие россияне. Задумайтесь. Губернатор Севастополя Сергей Миняйло заявил, что ждет 120 миллиардов долларов инвестиций. Сергей, судя по выражению лица, вам еще 50 грамм инвестиций и все. Вы недвижимость. Лето все близко, а вот курорт от Крыма все дальше. Теперь даже негде будет посмотреть на животных. Крымский зоопарк, сказка и сафари-парк Тайган останутся закрытыми для посетителей. Об этом заявил их владелец Олег Зубков. По его словам, это связано с тем, что за 4 месяца власти не предприняли никаких шагов для решения проблем зверинцев. Продолжайте. Зоопарк не работает, поэтому если у вас есть подходящая пища, отдайте ее дежурному сторожу. Учитывая те крымские реалии, в которые он попал, будет очень кстати. На закрытие зоопарка отреагировал сам ВВ Путин. Он в очередной раз воспользовался слабостью людей и моментально придумал новый метод борьбы с критиками власти. Он так и называется «Тьфу на тебя». По последним данным, в связи с этим несколько верблюдов крымского зоопарка уже подали заявление о вступлении в Единую Россию. Ведь где, как не там, можно наплевать на людей. В ходе запланированной прямой линии с россиянами президента России Владимира Путина главу государства будут просить навести порядок в оккупированном Крыму. На сайт уже пришло немало вопросов на имя Путина. Из них 4 миллиона сообщений с одним вопросом. Когда, наконец, Россия вернет Крым? Организаторы конференции уже решили, что это просто спам. И решили не задавать его президенту. А вообще в России письма со спамом, отправленные от имени В. Путина, нужно читать. Путин недавно похвастался, что средняя продолжительность жизни в России достигла 70 лет. Так, Владимир Владимирович, сколько вам сейчас? 64. Ну, немного осталось. На сегодня это все новости. С вами была информационно-паралитическая программа «Нам Крыш Ньюс». И с вами был Константин Попудренко. И напоследок, хотелось бы обратиться к некоторым крымчанам.
Дорогие вы наши, где вы и где мы? Эх, люблю я Україну. До побачення.